Когда говорят первое лицо организации, слово «лицо» там не просто так. То есть лицо должно определенным образом выглядеть. В том числе оно должно сохранять спокойствие даже тогда, когда не хочется. Я никогда не обламываюсь извиняться, даже когда я чувствую, что я прав. Уйду от конфликта, чем я в него полезу. Если я лезу в конфликт, то я всегда думаю, зачем. Держась равноудаленно, имея свою позицию, можно получить достаточно неплохую субъектность. Опять же, при хорошем управлении. Понял, что нет, я не буду поддерживать насилие, потому что насилие вернется. При этом я понимал, что вариант ненасильственного бунта, он очень непростой. Они бы ушли, если бы мы начали сбивать самолеты. Если бы мы начали сопротивляться раньше и решительней, но для этого нужна была быть власть, ее не было. Бернард Шоу говорил, что животные — это наши друзья, а я не ем друзей. Я считаю, что уважение человека к человеку, оно иногда начинается с уважения человека к животному. Добрый день! На телеканале АТР программа «Персона» с Гульнарой Поготовой. Сегодня у меня в гостях волонтер, основатель фонда «Повернись живым» Виталий Венега. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Виталий, внешне вы смотритесь всегда таким уравновешенным, спокойным человеком. Как вам удается сохранять такое спокойствие? Это, наверное, очень внешний такой момент, потому что внутри меня периодически очень сильно рвет, и я могу из-за эмоций выпасть в какое-то непродуктивное состояние на несколько часов. Не знаю, наверное, потому что какое-то самообладание, которое как-то специально приобретенное, целенаправленно. Практика. Работа. Быть, знаете, когда говорят первое лицо организации, то это слово «лицо» там не просто так. То есть лицо должно определенным образом выглядеть. В том числе оно должно сохранять спокойствие даже тогда, когда не хочется. Я не могу сказать, я когда смотрю на то, что я иногда пишу, то у меня не складывается впечатление, что мне удается на 100% себя сдерживать. Потенциал еще не раскрыт. Наверное. Все-таки много времени. Прошло 5 лет с начала всех наших этих действий, оккупации и нападения со стороны РФ на Украину. Собственно говоря, когда началось волонтерское движение. За это время успели подружиться, поругаться, опять подружиться, периодически возникают какие-то конфликты. Как вам удается удержать состояние баланса с другими организациями? В наших кругах это называется «не зашквариться». Окей, хорошо, не зашквариться, окей. Это тоже приобретенный скилл. Просто в какой-то момент мы стали чем-то достаточно большим, что не может себе позволить. Очень большое количество людей поверило в нас и дало нам свои деньги. Это очень высокий уровень доверия. Не, я говорю именно за вас, как о личности. Как личность. Да. Это, наверное, то, что я никогда не обламываюсь извиняться, даже когда я чувствую, что я прав. Я могу извиниться перед человеком, чувствуя, что я прав, а он нет, и что он ведет себя не очень подобающе. Но я лучше уйду от конфликта, чем я в него полезу. Если я лезу в конфликт, то я всегда думаю, зачем. То есть в чем моя цель и выгода. задача. Да, то есть какую задачу я решаю тем, что я полезу в этот мордобой. Потому что я знаю, что ты лезешь в любой мордобой, физический или репутационный, любой словесный. Это всегда затраты энергии, репутации и возможность последствий. Это только это надо быть Россией, чтобы лезть в войну, а потом думать о том, как ты с нее будешь выходить. Это точно так же, как бизнес, потому что очень многие люди думают о том, как открыть бизнес, но это очень хороший момент, чтобы подумать и о том, как ты из него будешь выходить. Как его вести вообще-то? Да, но всегда в начале бизнеса желательно понимать, зачем ты его открываешь и когда и как ты с него будешь выходить. Точно так же и любое мероприятие, любой проект. На самом деле противостояние с кем-то — это всегда проект. Если ты не дурак и ты не любишь быть грушей для битья, то перед тем, как с кем-то сцепиться, ты думаешь, зачем. То есть в любого проекта есть сроки, цели, ресурсы и все. И дальше ты считаешь, оно выгодно, то есть достижение этих целей этими ресурсами стоит ли. В большинстве случаев оно не стоит.
Тем более, что цель доказать кому-то свою правоту. Знаешь, есть два подхода. Один это быть правым, а один это побеждать. Вот я абсолютно, я не хочу быть правым. Мне не принципиально, чтобы мою точку зрения поддержали вот все. И я уверен, что слишком много людей, которые обладают другой системой ценностей, и они никогда не примут мою точку зрения на что-то. И у меня нету цели, чтобы приняли. 2013-2014 год. Для кого-то Майдан начался в 2013 году, для кого-то начался в 2014 году. Для тебя он когда начался? С чего он начался? С побития студентов. Вот ровно до этого момента было абсолютно все равно. Как бы я не был, не то что не прям не абсолютно, но мне не было четкого мнения о том, что лучше нам, Европа или Россия, там, да, Таежный союз или Европа. Мне всегда казалось, что Украина, она может идти своим путем и не обязательно к кому-то прилипать, вот так, да. И тем более мы так расположены как раз и там, держась равноудаленно, имея свою позицию, можно получить достаточно неплохую субъектность, опять же, при хорошем управлении. Так в том-то и дело, географическое расположение еще не обозначает, что страна имеет силу быть самостоятельной и приобрести свою субъектность. Нам наше географическое расположение, оно дает очень много возможностей, и оно дает очень много соблазнов нашим соседям. Да, на то, чтобы мы находимся как раз вот посерединке между двух магнитов, да, и это очень плохо с геополитической точки зрения, потому что любая страна, которая там второго-третьего мира, да, она всегда есть кто-то из больших крупных геополитических игроков или мировых, или региональных, в сферу влияния которых она входит. Если это один игрок, то в стране все нормально. Она не может быть сама по себе, всегда будет кто-то более сильный, кто за свое покровительство, за свои интересы что-то ей дает. Когда таких игрока становится два, вот тут начинаются очень большие проблемы, потому что они начинают на твоей территории бороться за свои интересы. Эта фраза не моя, ее сказал человек, который получал там в Гарварде или где-то, в общем, высшее образование в престижном западном вузе, как раз по теме политологии. Так получилось, что Россия почувствовала себя сильным региональным игроком, то есть она вообразила себя чем-то большим, чем она на самом деле есть. Вот. А мы решили, что мы с ней не хотим быть, и начались проблемы. На самом деле, тут в первую очередь как раз мы проявили очень большую субъектность, как народ. И, собственно говоря, мне было не так важно, на тот момент я не сильно, как большинство людей, мне было не так интересна политика, туда-сюда, и у меня не было четкого мнения, куда нам лучше идти, и надо ли идти куда-то, может быть, надо научиться лучше управлять своей страной, чем куда-то бегать. А потом побили студентов. Да, и сработало чувство вот это вот обостренной справедливости, которое сработало абсолютно у всего Киева, который высыпался на улице. Что ты сделал лично? Я написал пост и позвал друзей выходить на Майдан. Пришел на Майдан, потом походил, покричал. Потом, когда люди начали, я увидел, что люди начинают захватывать здания. Я понял, что эта история становится интересней. Я вечером пришел, говорю, чем я могу вам помочь? То есть вот у меня сейчас время, я могу что-то сделать. Мне дали там веник и совок, сказали, вот возле Киевгород администрации, мы же приличный митинг, должно быть чисто. Вот тебе коммунальная властность, убираю. Но не вопрос, я там поподметал бычки, потом мне как-то надоело, я понял, что эта работа меня не вдохновляет. Через полчаса этой работы я там плюс-минус как-то это все убрал, отдал, говорю, так, что я могу делать дальше? А я принес там яблоки, еще что-то, короче, какие-то такие глупости там поесть. И мне говорят, ну ты принес, ты раздавай. Говорит, у нас этого добра вон там уже нанесли такие, как ты, иди раздавай. Я пошел эти яблоки там с ящика раздавать по Майдану. Мне это как-то забавляло, причем проблема была еще, наши люди, они как-то не привыкли, что им кто-то что-то дает, поэтому они закрывались. Я начал говорить, что там, кто не набере яблуко, то и голосував за Януковича и так далее. Другими манипулятивными способами эти яблоки раздавал, поднимая настроение себе и окружающим. Вот. И вот так. На морозе. Да,
не было такого страшного мороза, как бы, да и, слушайте, ну что, мы к морозу не привыкли или что, как бы, а потом я пришел, у меня такая не маленькая квартира, и я пришел в КМДА, там у нас есть такая национальная черта, мы становимся очень быстро важными, очень быстро. Украинцы, вот только ты получил какую-то минимальную власть, какое-то минимальное, сразу надутые щеки, вот такие все. Я пришел в КМДА. Да. Там уже вот это вот большой зал, который вот ты по ступенечкам поднялся, прямо, да, я не знаю, как он называется, колонной, скорее всего, называется. И там в конце зала, значит, там какая-то уже президия, там сидят уже какие-то люди, по бокам тоже столы, что-то происходит, и уже в части людей уже очень серьезные лица, кто-то с микрофоном, с очень серьезным лицом ходит, он решает явно уже судьбы мира. Я как-то подошел, и у него как-то так вот этот микрофон не вырвал, но как-то навязчиво очень собрал. И просто в него сказал, что, ребят, как бы, кто не хочет спать тут, а хочет нормально помыться, там, побриться, все дела, поехали со мной. Со мной тогда поехало человека 4, наверное, или 5. Вот. Я их там разложил у себя дома, ну, на полу, как бы, я и сам на полу сплю, и их положил в свободной комнате. И вот так вот и начался Майдан. И, собственно говоря, дальше что? Периодически на него что-то привозил. У меня жили люди по ночам, когда было мало людей, у меня была такая возможность, я на него приходил постоять, потому что по ночам людей было меньше всего, и самая была большая вероятность зачистки. У меня не было, я не боец сам по себе, в том плане, что я не люблю там, и я не в той физической форме, чтобы там бодаться с Беркутом, но, по крайней мере, чем больше количество людей на площади, тем меньше шансов, что их пойдут там зачищать. По крайней мере, они на какое-то время задержат этот Беркут, чтобы подтянулись новые люди. Вот такой вот был мой Майдан в начале. А потом? А потом пошли бросать кирпичи и коктейли, и я понял, что я немного... Я, наверное, все-таки для этого слишком пацифистичен. Я считаю, что насилие порождает насилие, и брошенный тобой кирпич, он... Вернется. Ну, опять же, я не претендую тут на правоту, потому что я уверен, что очень многие люди, слыша эти мои слова, их будут готовы перекрутить и кинуть ими в меня. Но это мои слова. Я понял, что нет, я не буду поддерживать насилие, потому что насилие вернется. Как бы, при этом я понимал, что вариант ненасильственного бунта, он очень непростой. Я верил в то, что Майдан может привести к тому, что он обрушит рейтинг Януковича настолько, что он просто не демократическим путем будет устранен на выборах, которые должны были быть через год. Это был такой вот мой там, план внутри. Еще, кстати, тогда я называл, что вот потенциальным следующим президентом Порошенко. Люди, он тогда не сильно светился, как бы, и люди удивлялись, почему. Я говорю, потому что те, которые есть, они бесхребетные немного, как бы, да, троица на сцене. А этот потенциально, может, и он про себя достаточно сильно заявил, у него есть менеджерский потенциал для этого. Вот. Но людей я продолжал у себя ютить. Ну, ты упустил еще одну фигуру, да, но потом еще освободили кое-кого. Ой, боже мой, это уже конец. Не был. Рассматривал. Не, боже упаси. Я неверующий, захотелось перекреститься. Я продолжал у себя селить людей. И продолжал помогать. И когда начались уже расстрелы, я там возил в Михайловске медикаменты, я оттуда людей таких, скажем, не сильно раненых брал к себе домой тоже. Ну, там у кого были ранения не, не пулевые, а там контузии или там что-то посекло, такое. То есть, что человек может помыться, побинтоваться, и на следующий день чистенький пойти. Удары. Да, то есть, когда вот Дом профсоюзов, например, Дом профсоюзов, извините, да, после того, как сгорел Дом профсоюзов, потом с украинского дома, когда выгнали Майдан, вот, люди оттуда тоже у меня жили, и, ничего, то человек есть должен идти. По дорожной карте прошел, собственно говоря, все. Что именно? Ну и все события Майдана? Все события Майдана. Но лично я не принимал. То есть я на грушу пришел, я посмотрел, как это выглядит, я понял, что это не про меня. То есть вот я не готов кидать. Мне не нравится Беркут, но я не готов кинуть в него кирпич. Когда ты понял, что будет нападение со стороны РФ? Когда я снял даже такой смешной наивный ролик на YouTube, я его выложил и снял обращение к своим иностранным друзьям. Это случилось после того, как Совет Федерации России разрешил Путину применять войска на чужой территории. То есть это было конкретно объявление войны уже.
Просто мы живем во время, когда войну не принято объявлять. Вот это было конкретное объявление войны. Тогда ты понял, что будет? Я понял, что все. То есть, что начинается что-то очень плохое. Что настолько плохое, которого очень давно в Украине не было. Как ты считаешь, за Крым можно было бы повоевать? Я не думал. Я могу сказать так, как... Разные мнения существуют. Мое мнение, что да. Мое мнение, что на ранних фазах, да. Вот на тех, они бы ушли, если бы мы начали сбивать самолеты, которые, или, по крайней мере, отгонять их там, да, то есть их самолет идет на посадку, мы его огнем, например, показываем, что давай отсюда. Вот, то есть я думаю, что это да. Если бы мы начали сопротивляться раньше и решительней, но для этого нужна была быть власть, ее не было. Страна была в состоянии безвластия, и силовики на самом деле не понимали, кому подчиняться. То есть для России были идеальные условия. Но мне кажется, что и силовики не были готовы к такому развороту. Некоторые были готовы. Были готовы. Ну, были, и некоторые действовали. И на самом деле в Крыму в России есть потери. Ну, там просто про это как-то не сильно говорят, но там были люди, которые готовы были, которые действовали. Им не всегда давали оружие другие силовики, например. Вот, но были. Просто, должен был кто-то это возглавить и сказать, это мой приказ, вперед, вперед за мной. Такого не было. Не было по очевидной причине. Я бы еще хотел сказать, что, наверное, мне больше всего в этой всей истории обидно за татар. Потому что они, татары, это... Оплот сопротивления. Это нация, которая, они нам гораздо менее братские по крови, чем русские. Да? То есть у нас гораздо меньше с ними общих генов. Но вот они, последние сколько столетий, они все время возвращаются в этот Крым. Все время, потому что у них нету. Вот они как евреи в Израиле. И я очень хочу, чтобы они вернулись. Мне кажется, что у нас, наверное, нету более братского народа сейчас, чем татары, как бы это странно ни звучало. Хоть мы разные по вере, по национальности, по, не знаю, разрезу глаз. Но мне кажется, что мы наконец-то... нету более братского, потому что они помнят, как было при Украине. И Украина — это единственная была страна, в составе которой был Крым, в котором у них была, в котором они были свободны. Как начиналось твое волонтерское движение? Во-первых, то, что мы уже, у нас 4 года точно не как волонтеры, потому что у нас появились зарплаты. Сейчас в декабре 2014 года я получил первую зарплату, которую мы попросил у одного из наших спонсоров сначала платить девочкам, а потом через несколько месяцев понял, что мне тоже начинает жирок заканчиваться, попросил платить мне. Первая моя зарплата составляла 12 тысяч гривен в месяц. Возвращаясь к теме... С чего началось? Да, началось с Майдана, понятно, с вот этих яблок. Вот это были зародыши, да? Не, на самом деле, если мы берем меня как личность, то оно началось с того, когда у одной из учительниц в моей школе сын заболел раком, и я собирал деньги по одноклассникам. Это была моя инициатива, я хотел ей как-то помочь вот так. Я собирал деньги по одноклассникам и, в общем, чтобы как-то помочь. Мне казалось как-то это очень несправедливым, и она очень хорошая была женщина, и мне хотелось как-то ее поддержать. Это был первый момент. Потом бывали и другие. Вот этот был самый первый. По крайней мере, с того, что я могу вспомнить. Да, но согласись, что теперь уже фонд «Поверни живым» достаточно такой известный и на слуху. Это была целенаправленная работа, чтобы он стал известным и на слуху, иначе бы он не собирал деньги. Откуда название такое «Поверни живым»? Это было, когда мы покупали бронежилеты, это буквально вторая наша посылка, то бронежилеты, которые мы брали, бронежилет такая штука, он накидывается. Раз, тут у тебя пластина, и здесь бока, не вот так вот, щелк, то есть ты затягиваешься, на липучках. И вот здесь на самом деле очень мало места, чтобы что-то написать. И я думал, что туда написать, что туда влезет. И я понял, что влезет герб Украины и надпись «Вернись живым». Вернись тогда еще по-русски. Вот. И я как-то подумал, что, наверное, это два слова, они наиболее точно передают то, что я хочу сказать. То есть я не хочу сказать, что не знаю, убей их всех,
выполни за приказ, нас, отомсти за нас, да. То есть мое было, что есть человек, который более смел, чем я, он не боится, и он вот пошел, он выполняет этот долг, и мне хочется ему сказать, вот, вернись живым. Да. 2014 год, это были бронежилеты, Это недели каски, 2 недели. Да, и все. А потом? И закончились бронежилеты и каски, были тепловизоры сразу. Сразу тепловизор. Буквально, вот там это, Facebook же позволяет прошлое отмотать. Почему? Почему именно тепловизоры? И уже сколько? Почти 5 лет? Да. Ну, Оптика, скажем так. ну, в большинстве, да. Смотри, если берем начало, да, то есть мы покупали бронежилеты и каски очень короткий период времени, потому что это был такой стереотип, вот человек, который не связан с войной, он понимает, что у наших солдатов нет бронежилета и каски. И это понятная история, то есть бронежилет это что-то, что ты одеваешь на тело, вот без него ты беззащитен, а с ним у тебя вот есть плита, в которую, которая тебя защищает. То есть как оберег, как талисман, что-то очень понятное. Когда мне повезло, меня через знакомых вывели на одного там из офицеров 95-й бригады. И я начал, то есть спросил, бронежилеты, да, не вопрос. Мы отправили бронежилеты. Потом, точнее я отвез лично, потом я говорю, что вам надо? То есть, может быть, мы даем не то. То есть у меня сразу было чувство, что я не являюсь экспертом и не стоит по новостям решать, что им надо, стоит спросить. И я задал вопрос, то есть вы подумайте, то есть шире подумайте. Но я же не зря задала этот вопрос, Виталий, потому что мы на протяжении 2014 года полностью слышали, нету бронежилетов, нету кевларовых касок. Да. А вы 2 недели и перешли сразу на оптику. Потому что мы не обломались спросить. Вот, то есть это как вот мы хотим помочь кому-то, да, то есть мы хотим спросить, а что тебе надо? Это как, не знаю, как день рождения, когда тебе несут подарки, там, и, я не знаю, на 3-м сервизе становится не смешно, там, ну, условно. Мне, слава богу, там сервизов не дарят, но суть примерно такая. Когда люди не знают, что тебе купить, и покупают то, что тебе не надо. То есть это, безусловно, внимание приятно, но когда очень ограничены ресурсы, то ими надо очень бережно и точно и пользоваться. И я спросил, и человек тогда сказал, приборы ночного видения, потому что мы ездим на БТРах вокруг Славянска, да, оккупированного, и если мы на них ездим, ну, звук двигателя слышно там за 800 метров, а свет фар там за километры. То есть, как бы, нам, конечно, желательно ездить без фар. Вот. Я сказал, хорошо. Мы купили первые там приборы ночного видения, и я тут узнал, я не знал о существовании тепловизора. Ну как, я знал, я видел фильм «Хищник». Да, вот. да. На этом мои знания... Мы все учились в то время по названиям, какое есть оружие, как называется, какой калибр, какие тепловизоры есть, как они отличаются друг от друга. Первый раз услышали, что есть, оказывается, кевларовые каски. Да, они железные. Они такие, как на альбоме «Юту», лучшие песни. Там, где ребенок в железной каске времен Второй мировой. Так, собственно, и тогда я узнал о существовании тепловизора. Я спросил, они говорят, о, очень круто, давай. Как бы, да, это надо. И дальше, как бы, мы дали того и того. Люди могли сравнить. Они говорят, о, ну это, конечно, да, это бомба. Вот там тепловизор, да, то есть он видит замаскированного, да, это круче всего, давай дальше только это. Я говорю, не вопрос. Ну и вот так вот оно пошло. То есть мы давали разную помощь, потом мы просили их сравнивать, и по чуть-чуть мы улучшались. Виталий, у меня вот вопрос. 5 лет войны. Неужели нельзя обеспечить армию тепловизорами? Можно. И а почему Министерство обороны этого не делает? Делает. И вы тоже делаете? И мы делаем. Что мы по-разному делаем. И это интересно. Что значит по-разному? Смотри, Минобороны, у них такой принцип. У них вот есть подразделение, есть у него штат. Мы пишем, что по штату этому подразделению положено, там, не знаю, там 50 тепловизоров, например, на бригаду. Так. И дальше Минобороны заполняет этот штат, допустим. При этом штат может быть разный. То есть может быть батальон, вот решили, что этот батальон ночной, в нем будет очень много ночной оптики. А этот батальон обычный, и в нем будет очень мало ночной оптики.
Но проблема в том, что они становятся на одинаковое направление, то есть характер войны сейчас такой, что если мы не наступаем, то ночной батальон, он выполняет такие же функции, как и дневной, а дневной такие же, как и ночной. И они оказываются в очень неравных условиях. Потому что количество проблем, которые они решают, примерно одинаковое, но у этих ночной оптики там сотни единиц, а у этого там 1-2 десятка. Ну что, Министерство обороны не понимает этого? Ну, у них своя логика немного. Во-первых. Во-вторых, они дают с концами. То есть вот они купили оборудование, есть подразделение, они отдали это оборудование в это подразделение. На баланс? Да. А мы поняли в какой-то момент, что армии, сколько ни давай на баланс, они все равно не умеют, у них нету нескольких очень важных компетенций. Обслуживать. Да, сервиса, да. Сервиса, да, то есть продолжать. Вот, я не знаю, когда покупаешь себе машину, например, да, то ты не заботишься, ты делаешь так, чтобы она не ломалась. То есть, если мне что-то застучало, где-то завибрировало, ты едешь на СТО. Техника, тем более охотничья, мы покупаем охотничьи тепловизоры, она не сильно долго живет на войне, если ее не обслуживать и постоянно за ней не ухаживать. Мы делаем сервис, и больше того, мы не даем оборудование навсегда. Мы в какой-то момент поняли, что если ты даешь навсегда, то слишком большой соблазн его украсть. А потом где-то купить опять на базаре, да? Да, да. Мы ловили, я ловил человека И даже ловили? Да, с иконостасом орденов. Ой. Без 5 минут герой. Вот честно, как бы человек мог абсолютно заслуженно получить Героя Украины. Но у него орденов там хватало, там почти герой по орденам. Вот. Ловил на продаже, да, семейные обстоятельства, там тяжело. Как бы. Но мы полностью вычислили, у нас же есть что, кто получатель, там по номеру. И пришли к нему. И что? Неожиданно. Ну, извините, я больше не буду, да? Ошибку, как бы, ну там, скажем, он понес определенные, для определенные последствия для него были, не связанные с физическим насилием, но я считаю, что он искупил частично свой поступок. Хорошо. Мне кажется, что стоит вот немножко побеседовать, чтобы наши телезрители поняли, какова система передачи этих тепловизоров. Мне кажется, что она уникальная. Мне кажется. Ну, не знаю, наверное. И почему, собственно говоря, Министерство обороны не берет это на вооружение? Ну, мы им пытались это объяснить, они говорят, что мы так не умеем работать. Что мы так вот мы под это не заточены, извините. Во-первых. Во-вторых, вдруг будет большая, это вечная отмазка Генерального штаба, не Министерства обороны. Важно понимать, что этим занимается Генштаб. Что вот если будет большая война, то надо, чтобы было у всех. Поэтому мы даем, размазываем ровным слоем по всем, а там как Бог пошлет. Как бы, да. А мы действуем другим способом. Мы с какого-то момента, столкнувшись с тем, что передаешь даже на баланс, оформляешь все документы, все, потом хлоп, и нету. Ты приходишь со сверкой, у меня был опыт, когда один из батальонов, который вышел с Донецкого аэропорта, героический, там все дела, но я прохожу у них все оружейки на следующий день после выхода и насчитываю в них 12 тепловизоров. Через неделю там их уже 8. Прекрасно. И так это снижается там до 4 условно. И потому что все, они вышли, они этим оборудованием больше не воюют. Слишком большой соблазн украсть, продать, забрать себе на всякий случай. И потом этими бумагами, как бы, ну там, сколько ты там, ну окей, ну там, есть у тебя бумаги, да. То есть мы перед налоговой, перед всеми мы чисты, пожалуйста, у нас вот есть бумага 1, 2, 3, что мы передали, есть кто подписал, идите разбирайтесь с ним. Но как бы наша цель какая? Наша цель не посадить всех, наша цель сделать так, чтобы оно не кралось. Поэтому мы стали действовать иначе. Когда подразделение выходит для выполнения боевых задач, на боевые позиции. На боевые позиции. Мы выдаем им оборудование. Мы знаем, сколько у него оборудования есть от государства, от других волонтеров. Мы знаем, сколько надо на этих позициях, потому что линия фронта особо не меняется. И ничего экстраординарного там нет. Да? То есть мы знаем, что вот здесь на батальон, который стоит на направлении, не знаю, допустим, Желобка, надо 30 тепловизоров. Так. Да? А мы знаем, что Родина дала 15. Остается 15, которые надо откуда-то взять. Да, Родина плюс другие волонтеры. И, соответственно, мы привозим еще 15, плюс говорим, они говорят, ну вот здесь вот еще есть такая, например, там яма, вот, и мы бы хотели ее смотреть. Вот если мы посадим здесь человека с таким тепловизором, будет очень хорошо. У нас будет меньше ночью нервов, что оттуда кто-то вылезет и нас начнет стрелять. Мы как бы говорим, окей, резонно, вот вам еще один. То есть вы на место привозите тепловизоры? Да.
на место. Ну, тепловизоры и передаете их в непосредственно использование. в подразделение, да. А когда, и заранее предупреждаем, что когда вы будете отсюда выходить, мы их заберем. Мы тоже приедем и заберем. И заберем. Больше того, мы еще приедем посредине и проверим, что они есть. Ага, и что они что они не рабочие. на складе. Вот. Проедемся по позициям. Там, да? И после этого раз-два, когда они выходят, мы их забираем, мы везем их в Киев, обслуживаем полностью, да, потому что они после такого использования устают. Да. Реально, от оборудования. Знаешь, машины на наших дорогах ломаются. Тепловизоры на войне, особенно охотничьи, они хрупкий такой прибор. И мы обслуживаем, и после этого мы выдаем следующему подразделению, которое зашло. Вот. Таким образом организована наша логистика, она позволяет маленьким количеством вот этого ограниченного ресурса закрывать достаточно большую потребность. То есть у нас есть потребность всей армии в тепловизорах, и ее закрыть вот путем минобороновским, путем размазывания тонкого слоя по всем, это примерно там 5000 тепловизоров. Да, мы купили 1000, из которой где-то половина еще жива, плюс-минус. И вот жонглированием вот этой вот там, несколькими сотнями тепловизоров мы умудряемся это закрывать. Правильно ли я понимаю, что эти тепловизоры на балансе фонда «Повернись живым»? Да. Это собственность фонда «Повернись живым». Да, они даются во временное пользование. Они даются во временное Они даются временное пользование в тот момент, когда они станут, допустим, не нужны, либо мы увидим, что это направление закрывается, мы определим, куда мы их передадем с концами. То есть они не останутся, то есть мы не оставим их в конце себе. Да, то есть если мы решим, что тепловизоры армии больше не нужны, их вот так, то мы, например, придем в Минобороны и скажем: ребята, у вас же есть там склады, которые постоянно взрываются, вот мы давайте все эти тепловизоры отдадим на охрану складов или еще кого-то. Да? То есть мы найдем, куда их передать уже тогда с концами, убедившись, там, что их впоследствии не украдут. Можно ли так сказать, что фонд «Повернись живым» имеет свою специализацию на оптике? Скорее на военной электронике, потому на военной что электронике. У нас есть тепловизоры, есть планшеты, есть беспилотники, есть радары на кораблях, есть средства навигации на самолетах, и это все мы. Поэтому скорее это электроника, есть средства спутниковой связи, это же не оптика, это не глаза, это уши. Но фонд никогда не занимался оружием? Было 3 винтовки за все время. 3 винтовки. Да. А почему такая позиция? Мы решили... Почему винтовки или почему не занимаетесь? Почему не занимаетесь? Это красная линия, которая, опять же, нас никто не ограничивает. Есть волонтеры, которые этим занимаются. Но я для себя таким образом провел красную линию, где вот заканчивается, да, чтобы мы не стали... Потому что начнем покупать оружие, потом по чуть-чуть начнем воевать сами. Да, и станем комбатантами. Если ты становишься комбатантом, ты даешь право второй стороне себя убить, на самом деле. И я ок с тем, что вторая сторона может хотеть там убить меня. Я не ок с тем, что может пострадать кто-то из девочек в офисе. Поэтому мы провели вот так линию, что мы можем купить беспилотник, но мы не купим устройство для сброса с него чего-то. То есть вот это устройство купит кто-то другой, а мы купим беспилотник. Мы можем купить беспилотник с теплокамерой, и он будет ночью видеть там и все. Мы не против, что там кто-то может на него что-то поставить, но это будем не мы. Точно так же, как мы можем научить снайпера, мы можем купить ему прицел, дальномер, метеостанцию, планшет, на котором он будет читать все свои поправочки, там даже глушитель, но мы не купим винтовку. Вот. То есть мы решили, что наша линия будет проведена так. Это чисто наше решение. Исходя из того, что ты рассказал, получается, что сотрудники фонда «Повернись живым» достаточно часто ездят на передовую. Определенная часть этих сотрудников. То есть у нас подразделение, военный отдел, который отвечает, собственно, за войну и за логистику. Так. Вот. И вот они постоянно находятся. Там работает 4 человека плюс 5 инструкторов. То есть 9 человек, достаточно большой. Но это достаточное количество? Такая линия фронта, 15? Мы долгое время управлялись и там 1-2 людьми, которые ездили, и этого хватало. На фронте очень часто, у всех практически, есть позывные. У ваших сотрудников есть позывные? У тебя есть позывные? Прям позывного нету, но есть там некоторые меня в шутку называют Виталик Тепловизор.
Ну, вот, но там какой-то другой, пока кликухи мне вроде никто не придумал. Понятно. На сайте фонда есть уникальная вещь, которую я вот так рассмотрела, и она мне понравилась. Мне кажется, что она уникальная. Есть открытые реквизиты, банковские счета, куда можно перечислять деньги. А есть карточка, на которую скидываются деньги. И вот ее можно, ну, как бы лицезреть вживую, фактически онлайн. Кто сбрасывает, откуда сбрасывает, сколько сбрасывает денег. Кто нет, мы эту информацию раскрываем только с разрешения. Откуда, скажем так, откуда, да? И вот там, значит, вот эта карточка, она подписана твоим именем. Да. Можно говорить, что это личная карточка? Это личная карта есть, да. Так многие люди собирают деньги через там приват и другие банки. И потом ты тоже отчитываешься за это, за то, что упало на личную карточку. Да, вот в таком виде. Люди жертвуют, люди перечисляют, не жертвуют, люди перечисляют от 5 гривен, я видела. Там и гривна бывает. Можно, я просто видела до нескольких сот тысяч. Такой кусок, да. А можешь назвать самый большой внесок? $50 тысяч. Откуда? Чек с улицы принес. Чек с улицы принес. Круто. Зимой 14-15 года, когда был самый-самый замес. Он 3 раза приходил. Принес 50, потом 40 и потом 1 000 000 гривен. Впечатляет? Один и тот же человек. Один и тот же человек? Практически ничего о нем не знаю. Знаю имя и видел его один раз. Он очень, такой, по нему видно, что он не бедный совсем. И он очень был опрятный, ухоженный такой и очень скромный. Он как бы ничего в этом особенного не видел и сказал, что ему очень грустно, что люди из его окружения с таким же достатком не делают того же, и все. Я ему потом, мне СБУ наградили часами, и я потом с ним один раз встретился и подарил ему эти часы. Вот так вот даже? Да. Но я о нем ничего не знаю до сих пор. И, как и о 99% наших спонсоров, которых я никогда не видел, и которые просто шлют деньги на карточку, приносят их в фонд, не пересекаясь со мной. А на карточку шлют деньги не только в пределах Украины люди, но и за пределов Украины. Да. Я там видела и Швецию. 33 страны на данный момент. 33 страны, да, включая Иран, по-моему. И включая РФ. Да, конечно. А что тут такого? Не знаю. Там много людей наших работает. И многие люди ненавидят украинцев. У нас исторически очень сильные с ними связи. Они не порвутся за даже 5 лет войны. То есть все равно очень большое количество людей будет по инерции там работать. Там будут родственники. Но то, чтобы расклеиться с Россией, идет по 1-2 поколения. Поэтому, конечно, там много наших людей, и они шлют. Но я сейчас не готов сказать, есть ли русские. По-моему, есть. Я просто не помню уже всех историй. По-моему, есть русские, русские, не украинцы, без родственников в Украине, которые нам шлют. Но это не точно. И точно есть американцы, которые вообще не знают языка, ничего, нету родственников, ничего их с Украиной не связывают, но есть, которые шлют. Виталий, я знаю, что, может быть, этот вопрос будет такой избитый, как мне сказали, но вот актуально ли еще название для фонда «Повернись живым»? Часто задают такой вопрос? Нет. Не часто? Редко задают. Насколько он актуален? Не потерял ли он актуальность? Она снизилась точно, и слава богу. Я бы очень... Знаешь, я очень часто некоторым нашим организациям антикоррупционным, с моей точки зрения, незаслуженно, но забрасывают обвинение в том, что они заинтересованы, чтобы коррупция была. Потому что им выгодно, им нравится этим заниматься. Вот эта бесконечная борьба, сизифов труд, все хорошо, да, то есть у нас страна, которая 25 лет борется с коррупцией. Мне нравится твое выражение, нравится этим заниматься. Да, то есть людям это как-то в кайф. Это опять же, это то, в чем их обвиняют. Я же сказал, что я с этим не согласен. Я считаю, что они реально хотят это победить. Но я считаю, что было бы очень плохо, если бы мы были заинтересованы в продолжении проблемы. Тут, не знаю, наши врачи заинтересованы, чтобы люди болели хронически, но не сильно глубоко.
чтобы и занимали нужное количество койко-мест в больнице. Ну, это да. при старой системе, Да, по крайней да, мере. да. Если мы берем нас, то, слава богу, наше название не настолько актуально, как раньше. Вот. Слава Но богу. я не могу назвать его неактуальным вообще. И мне кажется, оно уже стало чем-то гораздо большим, чем сочетание вот этих двух слов. Мне кажется, что уже большое количество людей знает и обладает определенными ассоциациями с этими двумя словами. Сколько человек работает в фонде? 18 это люди на зарплате, и где-то человек 50-60 это волонтеры, которые что-то время от времени делают. Кадровая политика у фонда есть? Вот как ты отбираешь людей? Как ты их, Их где ты их видишь, где ты их находишь? Это же сложная Собеседование работа. со мной это второй этап между собеседованием с HR и полиграфом. То есть я... Обязательное прохождение полиграфа? Конечно, потому что мы имеем доступ там, к информации, мы иногда можем знать его в начале военной операции там, за несколько дней, например, потому что мы можем что-то им дать, что им облегчит выполнение этой задачи. И как бы я бы не хотел, чтобы непроверенные люди могли об этом узнать. Понятно, что есть информация, которую мы даже там внутри фонда не сильно там, да, разносим. Но я хочу все равно перестраховаться. Мне гораздо спокойнее знать, что человека проверили. Да, полиграф это не панацея, тут тоже надо быть трезво смотреть на вещи, но полиграф не панацея, при этом это такое, с ним намного спокойней. Когда ты знаешь, да. что человек проверен, и он не сотрудничает там, со спецслужбами ни нашими, ни зарубежными. Там, он не крал деньги на предыдущей работе, потому что сколько ты не выставляй, можно выставить самые сложные системы контроля, но человек, который хочет украсть, он найдет способ украсть. Да. Вот, поэтому тут надо проверять сначала человеческие качества, а потом выстраивать контроль. Вот, поэтому да, полиграф обязательный. А ключевым при отборе сотрудников являются наши ценности. Мы, слава богу, на стратегической сессии год назад их формализовали. И вот даже вчера, да, или позавчера, художник, украинский современный художник Иван Семисюк нарисовал, он визуализировал эти ценности, такие картины. Это просто надписи, там определенные слоганы, придуманные им же, но в его стиле там красиво оформленные. Мы из них сделали картины и повесили. Это 6 конкретных слов, которые наполненных определенным смыслом. И я всегда смотрю, когда напротив меня сидит человек, насколько вот он про эти 6 слов. А что это за 6 слов? Какие это слова? Ответственность. Это значит, что мы можем друг на друга полагаться. Если мы за что-то беремся, то мы делаем это хорошо. Да, и каждый отвечает за результат своей работы. Дальше это взаимопомощь. То есть, что мы пытаемся, мы не стесняемся просить других о помощи и помогаем другим, когда можем. То есть, что нету такого, что кто-то там сидит до 12 ночи, а все там пошли, не знаю, кутить, да, не предложив ему помочь. Дальше это страсть. Под страстью мы имеем в виду, что это для нас больше, чем работа. И этот критерий, он проверяется очень просто. То есть я смотрю по резюме и по человеку, сколько он получает. Допустим, он получал на предыдущей работе, допустим, 15 тысяч гривен. Да? То есть к нам он придет на 10. То есть если для него это больше, чем работа, это не должно его остановить. Да. Если это его останавливает, если он начинает рассказывать, ну вот вы понимаете, да, я все равно хочу, но там тыры-пыры, понятно, спасибо, вопрос снимается. Но тут дело даже не в деньгах, тут дело именно в том, что это самый простой способ, чтобы человек подтвердил серьезность своих намерений. А дальше это простота. Простота. Простота, да, то есть все гениально, оно просто. Мы очень не любим... Да почему не гениальность тогда? Ну, потому что простота — это про то, как ты делаешь. Да? Тут нельзя делать все гениально, но можно делать все просто. Если ты хочешь сказать кому-то, что он, например, тебя задел, то ты просто подходишь и говоришь: мне было неприятно то, что ты сказал. Ты не строишь интриги, ты не строишь какие-то там шахматные партии. Ты идешь к человеку и говоришь: мне было неприятно. Либо если ты хочешь что-то сделать, допустим, ты хочешь... ну вот у тебя есть какая-то амбиция, да, например, ты хочешь что-то реализовать, ты не ищешь там вот, ты просто идешь ко мне, например, и говоришь: я хочу вот это сделать, а я говорю там да или нет,
Да, то есть я тоже, еще один пример простоты, это если у нас есть сотрудник, которого мы хотим уволить, потому что он не вытягивает свою работу. Большинство коммерческих компаний, они ищут ему замену за спиной. И может когда быть, нашли, да. Я много знаю компаний, где это именно так. Человек не знает, что он уже уволен, да, он ходит на работу, он строит планы, как бы, да, то у нас мы честно говорим, что, знаешь, мы приняли решение, мы ищем тебе замену, мы просим, чтобы ты там поработал или поработала вот столько, сколько там нам надо, мы тебе сделаем какой-то там компенсационный пакет, но мы не играем за спиной, мы понимаем, что мы рискуем, что он скажет, ах так, все, тогда я увольняюсь, дальше там морочьтесь сами, окей, мы понимаем, что мы этим рискуем, но мы, по крайней мере, с людьми честны. Понятно. Дальше это саморазвитие. Так. Вот, что каждый из нас развивает себя, то есть саморазвитие, не других. Мы не пытаемся сделать фонд лучше, навязав другим свою точку зрения, что вот ты становись лучше вот здесь. Нет, мы работаем над собой. То есть если что-то случилось, ты думаешь о том, что ты можешь сделать лучше, чтобы там не случилось плохого, или где ты можешь стать лучше, чтобы случилось хорошее. Да, это очень не характерно для Украины, где все в любой тяжелой ситуации ищут виноватого, а не решения. Абсолютно. Абсолютно вот. И согласна. эту ценность я насаживаю. Ну и заключительная это дерзость. То есть если мы что-то делаем, дерзость. То мы делаем это, мы очень долго взвешиваем, если мы за что-то беремся или нет. Потому что любое наше решение, ввязаться где-то в какое-то противостояние, взять новое направление работы, это очень большие последствия всегда. То есть, допустим, мы решаем, мы хотим заниматься дальше беспилотниками или инструкторами. Это очень важно, если мы ошибемся в направлении. То есть, допустим, мы решим, мы занимаемся беспилотниками. Потом окажется, что армия купит беспилотников, там столько, сколько надо, и наши беспилотники через год будут не нужны. Да. То это одна эффективность. А, например, инструкторами, а можем ли мы вытянуть логистику и вообще вот эту всю работу с людьми, с тренировками, там, чтобы наши программы были актуальны, там, а не для галочки. Это очень важное решение. Но если мы за что-то беремся, то мы действуем решительно и дерзко. То есть нам не интересны какие-то маленькие неамбициозные цели. У меня есть несколько вещей, которые я хочу сделать в течение ближайших 2 лет. И, и среди них есть очень дерзкие, как для благотворительного фонда, вещи, которых в Украине еще не делал никто. Я надеюсь, что, опять же, я так не буду сейчас спойлерить, но, в общем, если у нас получится, про это будет слышно громко. И про многое из того, что мы уже сделали, уже достаточно громко слышно далеко за пределами Украины. Виталий, у меня что-то не вяжется, знаешь что? Не вяжется, что вот пацифист с длинными крашенными волосами, которого в свое время выгнали с военной кафедры. Хотели выгнать. Сори. Я ее закончил. Хотели выгнать, старший лейтенант Дейнега, командир зенитно-ракетной батареи Буком-1. Вот. Не состоявшийся. Вот. Это конфликт с старой системой или это все-таки молодость? Я по-прежнему считаю, что насилие это плохо. Было насилие? Насилие, на фронте, насилие каждый день. Война это... Я имела в виду кафедру. Нет. Но война это насилие, оружие это насилие. Это только в России они делают ракеты любви, понимаешь, чтобы посылать свою любовь. Ракеты любви. Да, на ракете через океан. Вот. Я не верю в ракеты любви. Да? Я верю в то, что ракеты делаются для того, чтобы кого-то защитить и кого-то убив кого-то другого. Я не хочу, чтобы лилась кровь. И как раз то, что мы сделали, оно позволило минимизировать количество этой крови. Представь себе, что, не знаю, у тебя болит зуб, например, да, вот, и чем раньше ты его вырвешь, тем меньше будет последствий. Потому что если запустить зубы, то потом может быть все очень больно, сложно и дорого. То же самое с войной. Если бы мы запустили войну, если бы мы сильно заигрались в пацифизм в начале, линия фронта была бы ближе к нам, и количество пролитой крови, сломанных жизней, перемещенных людей, оно было бы гораздо больше. Во-первых. Во-вторых, я считаю, что пацифизм заканчивается в тот момент, когда к тебе стучат прикладом в дверь. В этот момент уже нету у тебя выбора, быть тебе пацифизмом или нет. Я против войн как способа решения проблем. Я надеюсь, что Украина никогда в своей истории не проведет ни одной захватнической войны, кроме возвращения Крыма и Донбасса.
Я против того, чтобы... Ну, песня Imagine Джона Леннона мне очень близка. У тебя есть твой вариант мысли возвращения Донбассу? Когда это состоится? Как это состоится? Качать мышцы и давить дипломатически. Время на нашей стороне. Санкции Россию душат, и она не продержится очень долго. Тут вопрос, чтобы мы не сломались. Нам сейчас будет смена политических элит, и очень важно не получить те элиты, которые принесут Украину на блюдечке. Вот. Это способ проиграть, к сожалению, очень большой, очень опасный. Вот. А военным путем качать мышцы до тех пор, пока мы не сможем сказать им: ребята, ну то есть мы готовы Донбасс забрать так, или готовы вам, например, дать амнистию, и вы с него уйдете. Если мы накачаем мышцы, чтобы мы могли говорить с ними так, то шансы на выполнение полное Минских соглашений сильно возрастают. Давай уйдем немножко от этой темы, буквально несколько минут. У тебя есть другое поле борьбы, ты блогер. А почему это вызывает такую улыбку? Блогер — это всегда такое какое-то... Ну разве это не поле боя, не поле войны, сражения? Там, Не, мне просто слово «блогер» забавляет само по себе. Я не знаю, не чувствую себя блогером, наверное, есть. Я веду свой Facebook, на него подписано какое-то количество людей, я не веду его профессионально. То есть я знаю людей, которые ведут свой Facebook профессионально, я его веду, просто мне нравится делиться с людьми. Но тем не менее его читают, у тебя много подписчиков. Ну, я его не развиваю. Если бы я его развивал, их было бы больше. Если бы я его целенаправленно прокачивал, так как это там делают другие, то есть я понимал бы, я бы сделал более однотипный контент, более понятный, чтобы человек, заходя, он знал, что ага, если пишет там вот этот, то это будет об этом. Да? То есть специализация как бы Да, есть рубрикация. А может быть, это и хорошо, что ты пишешь о разном? Но с точки зрения развития своего Фейсбука это не работает. То есть как бы Фейсбук у меня стоит примерно на одной отметке уже давно. Да, там не сильно он перестал расти после какого-то момента. Вот. И у меня нет цели как-то и тратить ресурсы на его развитие. Хорошо, да. А колонки вот в «Украинской правде», это в ЛБ, ну это было же. Ну сейчас на 24-м канале. Там сейчас на 24-м канале, да, уже видео. Видеоблогер. Да. Да, но это больше для заработка денег, как бы, и это способ синергетично к тому, чем я занимаюсь, зарабатывать деньги. Виталий, как ты относишься к тому, что тебя часто приглашают прокомментировать ту или иную ситуацию? Как медиаперсону. Политические какие-то моменты? Не только политические. Ну, меня в основном, это забавно, как бы, но в основном-то зовут по темам, в которых я понимаю, а если заходит, допустим, политика, то я комментирую часто неохотно. Вот, или, например, даже по войне есть какие-то темы, в которых я не компетентен, я не разбираюсь. Я честно говорю: ребят, вот здесь, например, лучше спросите и дальше идет ссылка на чей-то Facebook или номер телефона. Я недавно увидела на твоем Фейсбуке активность совместно с зоозащитниками. Это движение о чем для тебя? Оно о человечности для меня, потому что мне вот очень много во время войны люди очень любят говорить, что не на часе. Сейчас не до этого. Не до этого отстаньте, вот мы-то очень важно, мы все с Россией воюем, поэтому давайте, не знаю, плевать под ноги и писать в лифте и так далее. Я так не считаю. Я считаю, что война — это время, когда люди часто, да, это ужасное время, и дай бог, чтобы она как можно быстрее закончилась, но не любой ценой, это важно. При этом я считаю, что безумно важно во время войны оставаться людьми и сохранить гуманность, потому что когда начинается дегуманизация, да, когда люди начинают дегуманизировать других людей, то это нехорошо. Уважение к животным, я 15 лет не ем мясо уже, и я там избегаю кожи в одежде. Вот, например, не знаю, у меня эти берцы, они джинсовые, например, да. Там ремень, какой у меня ремень? Сейчас. Кожезам. Вот, то есть я считаю, что надо... Бернард Шоу говорил, да, что животные — это наши друзья, а я не ем друзей. Вот. Я считаю, что уважение человека к человеку, оно иногда начинается с уважения человека к животному. Если человек бьет собаку, или если человек считает, что вырастить
пушного зверька для того, чтобы у тебя был воротник, ну мне кажется, что вот вещи типа насилия, войны, такого, это не начинается с какого-то такого. А самое бессмысленное в этом всем, это, конечно, меховая индустрия, потому что одних животных убивают, чтобы ими кормить других, чтобы тех жили там в этих ужасных муках в клетке, которая режет им лапы, чтобы с них потом заживо снять кожу, потому что кожа, мех, снятый именно заживо, он по качеству лучше. Как бы в интернете полно видеозаписей живых животных без кожи с меховых ферм. И опять же, если давайте, вот мне понравилось, когда Лесь Подровянский сказал, когда его спросили насчет гомосексуалиста, он говорит: ребят, нам надо определиться с ценностями. Вот что мы хотим, их бить или без виз? Наши ценности. И все. И тут то же самое. То есть, что мы хотим? Австрия, даже Хорватия, Сербия даже запретили меховые фермы. Не везде сразу, то есть где-то это там план в течение не открывать новых и в течение 10 лет закрыть существующие. Не вопрос. В России этого нет. В России единственное, что запретили, смогли добиться их зоозащитники, это запрет на забой бельков. Это дети тюленей, эти маленькие. Их просто забивали палкой, у них тоже хороший мех, вот там кому-то нравилось его носить. А так, пожалуйста, меховая индустрия в России процветает. В Китае тоже. Как бы. И я буду рад, если в Украине это когда-то закончится. Я понимаю, что это рабочие места. Я понимаю, что это налоги. Я понимаю, что этот бизнес должен сворачиваться постепенно, чтобы, то есть не так вот типа резко, но это должно происходить. Вот, потому что не всякий бизнес, вот Европа, они при всем том, что Германия живет с автопромышленности, но они же приняли решение о том, что у них после такого-то года машины с двигателем внутреннего сгорания не продаются. И все. Они понимают, что для них экономически это будет большой проблемой и ударом, понимают. Но они понимают, что они хотят жить в лучшем мире, с более чистым воздухом. В мире, в котором там не вымрет, не остановится Гольфстрим, не растают ледники. Вот. И в мире, в котором ты можешь выйти из дома и услышать запах воздуха, который мы в Киеве немного забываем. Кто не ездил за границу, он знает, что в Лондоне, в котором появилось слово «смог», воздух намного чище, чем в Киеве, например. Да. И это вот об этом же. То есть мы должны прийти к тому, что в Украине, с моей точки зрения, что в Украине не должен производиться мех. Я считаю это чем-то очень ужасно, первобытным, таким, что-то, что пришло к нам из каменного века и должно там остаться. Да. Построить дом, посадить дерево, родить сына. Что это слова значит для тебя? Это какой-то стереотип о том, как должен жить мужчина. Я не люблю соответствовать чужим стереотипам, детей у меня нет, дом есть, деревья сажал. Ну хорошо, а как должен жить мужчина? Не знаю, мне кажется, что каждый человек, единственное, что он должен, это быть счастливым и экологичным к окружающим. Вот и все. Мне кажется, у нас люди очень сильно забывают в гонке за баблом. Я это заметил, я очень люблю Азию, там Индию, например, да. И там вот, когда ты идешь по берегу, и ты видишь человека, который в 100 раз беднее тебя, он живет в какой-то халабуде там на берегу этого океана, но он настолько тебя счастливее, что ты понимаешь, что непонятно, кто кого должен жалеть. Да, это тема одной из твоих колонок, да, была, да, по Индии? Наверное, я их все не помню. И вот ты смотришь, ты понимаешь, что он счастливее тебя. Вот у тебя может быть там карьера, деньги, квартира, там красивая женщина, а он счастливее. Ну ты такой, у меня же вот еще там, а вот я такой, вот я так долго обои выбирал, а тут такая венецианка, все, а он счастливее. Такой, и женщина, и такая была, и такая, и там и певица, и актриса, а он счастливее. И что не делай, и ты смотришь, и ты видишь, что у тебя лицо вот кирпичом, а он улыбается. Да. А у него зубов не меньше, чем у тебя, а он счастливее. И что ты с этим будешь делать? Поэтому, мне кажется, человек должен в первую очередь быть счастливым, потому что мы здесь на очень ограниченный срок. И, наверное, главное это прожить его с удовольствием, при этом не наламывая удовольствие другим. Мне кажется, это в первую очередь. А дальше это все производное. Если тебя делают счастливыми дети, рожай детей. Наверное, как бы без детей в старости хуже, наверное. Хотя вот я знаю
семьи, где, может быть, и лучше было бы, если бы они не заводили детей. Да? Если тебя делают счастливым деньги, не вопрос, иди зарабатывай деньги. У меня, например, с какого-то момента деньги меньше прут. Да? Хотя как бы я рано или поздно вернусь к их заработку. Вот. То есть это вопрос ценностей, вопрос того, что делает тебя счастливым, насколько ты развился. Может быть, тебе книги нравится читать. Но тебе надо деньги, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты за них ел и читал книги. Вот. Почему нет? Да, очень такая позиция, как-то, знаете, нереальная, как мне кажется, на сегодняшний. Ну, нереальная для большинства. Ну окей, хорошо. Большинству так нравится думать. У нас люди любят страдать. У нас вот это вот, это то, что я хочу. Вот я об этом и говорю, что ментальность меняется тогда, когда у нас люди любят страдать. Не, у нас людям нравится, потому что позиция жертвы — это же манипулятивный треугольник этот Хартмана, да, то есть преследователь, жертва, спаситель. И нам люди вот любят по нему бегать. Они либо кого-то преследуют все вместе, бьют, там, снимают эти там портреты Шевченко, которые им не нравятся, либо они спасают от этих кого-то, либо они сами являются объектом преследования. Ну, как бы и в этой всей вот истории в ней особого нету счастья. Вообще мне на самом деле очень нравится Ирвин Йалом, это достаточно популярный там известный писатель, но все любят его такие полухудожественные произведения, он сам психолог, и большинство людей назовут там «Лжец на кушетке», и там многие другие его художественные произведения. А тебе нравится? Профессиональные. То есть он как психолог, он написал очень хорошую вещь, она называется «Экзистенциальная психотерапия». Там нету, он не пытается литературно завернуть, он говорит как есть, вот по-простому, в лоб, о сложных вещах. И в частности там есть очень хорошее мнение, с этого и начинается по сути книга, о том, что все проблемы, все кризисы человека, они начинаются из конфликта с, если я не ошибаюсь, 4 экзистенциальными данностями, с которыми ты ничего не можешь сделать. Первое из них то, что ты умрешь. Да? То есть и конфликт, когда человек, например, кризис среднего возраста, когда человек видит, как умирает его тело. Да, до смерти далеко, но ты видишь, что ты уже не так силен, там, в тебе уже не столько энергии, там, что появляются седые волосы, что там еще что-нибудь. Потом это конфликт с свободой. Потому что человек очень хочет себя загнать в какую-то систему, которая ему скажут, вот там он идет в церковь, в школу, куда угодно, где ему говорят, ты должен работать, ты всю жизнь должен работать для того, чтобы вот так. Да, и человек, или ты обязательно должен получить высшее образование. Родить обязательно. Детей. Да, родить детей. Если ты не выйдешь замуж до 30, то вообще что? Все, можно там на кладбище идти сразу. Ты должен тем. На самом деле ты должен только себе, и ты должен быть счастливым в первую очередь, экологично для окружающих. Вот. Ну и есть еще там ряд вещей, например, это изоляция, это конфликт с тем, что ты не можешь быть, как бы ты не был близок с другим человеком, но умрешь и родишься ты один. И когда ты умираешь, человек, как бы ты его не любил, не умрет вместе с тобой. И хорошо. И есть определенная дистанция, ближе к которой ты не будешь. И надо научиться на этой дистанции быть все равно близким. Он это сравнил с лодками в озере, да, которые вот люди, много лодок посреди озера, и они могут тереться бортами, там, они могут говорить друг с другом, но ты не можешь залезть в чужую лодку, не можешь залезть в чужое тело. Вот. Это я к тому, что человек очень боится свободы, особенно вот. Он не знает, что с ней делать. Многие люди, которые заработали, я знаю много людей, которые могут не работать уже давно. Вообще, ну реально, там у них все, у них обеспечены, там хватит внукам. То есть он до конца своей жизни он позволит себе лучшую медицину, лучшую еду, но, тем не менее, машину. Он работает. У него все в порядке. Но, да, тем не менее, и надо зарабатывать больше денег. И в этом, опять же, нет ничего плохого, как бы это их выбор, просто вопрос, счастливы ли они. Я считаю, что надо понимать, зачем ты живешь и чего ты хочешь, по крайней мере, там, на этом периоде жизни. Деньги, безусловно, очень важный фактор, они дают большое количество возможностей, и когда их нет, этих возможностей гораздо меньше. Да. Но если они становятся краеугольным камнем, то это значит, у тебя большие проблемы. Да, абсолютно согласна. В завершении нашей передачи, нашей программы, я хочу тебя попросить, наверное,
сказать несколько слов или обратиться к жителям Крыма, потому что АТР вещает на Крым, а это изоляция, это оккупация. Знаешь, мне в этой жизни безумно повезло, что эта война не забрала у меня кого-то слишком близкого. У меня гибли на ней друзья, но вот не самый ближний круг. И я даже боюсь представить, как это потерять дом. Потому что со мной когда-то один человек, переехавший сюда, делился своим сном, когда он смог погулять по своему населенному пункту и, придя в центр, увидеть, там никого нет, но в центре стоит русский флаг. Угу. И это больше не твой дом. То есть физически он там, те же двери ты можешь пройти с закрытыми глазами, там, темной ночью домой и не ошибиться. Но он уже не твой, потому что там висит русский флаг. Потому что твое детство, твое окружение, которое было, твое прошлое, его просто изнасиловали, его просто разорвали и забрали у тебя. И мне очень повезло, что мне не пришлось бросать там свою квартиру в Киеве, например, и уезжать, да, и узнать, что в нее заселились чеченцы или прилетел снаряд. Поэтому мне сложно, как бы, слава Богу, что в Крыму не было войны, слава Богу. Очень жаль, что мы, я считаю, это наша ответственность всех как страны, не смогли их уберечь. Да, потому что в любом случае мирные люди, они не виноваты. Я не говорю про тех, кто ходил на референдум. Я знаю, что в Крыму огромное количество тех, кто на него не ходил и был против. И Олег Сенцов был не один. Угу. И было много людей, кто не был так активен, но они были с нами. Они были с Украиной, и они есть. И они будут очень рады, когда мы вернемся. У меня есть очень хороший образ, когда я с десантниками через 1,5 месяца после освобождения Славянска ехал по нему на БТРе. Мы ехали из одного места там в другое. И когда мы где-то в частном секторе на поворотах подбегали бабушки, вот они, слыша звук техники, рвали яблоки и их давали. И это настолько трогательно. И сколько не рассказывала русская пропаганда, что Славянск, он только хочет Россию, только все. Это ж, это... Реальность другая. Реальность другая. И я просто хочу сказать, что это займет время. Мне очень жаль, что это займет много времени, что мы не можем. Мы делаем все, что можем для того, чтобы это было короче. Для того, чтобы мы с вами встретились опять в Крыму. Я очень люблю Крым. Я очень любил Коктебель-Джаз, Казантип. У меня много хороших воспоминаний. И для меня лично это то, что я потерял вот тот Крым, который я любил. Для меня это была личная история, которая продолжается. Есть такая израильская, еврейская. У них давно не было, долго не было родины, когда вот они мечтали о ней. И когда они ее получили, да, там была такая история, они все время говорили, давайте встретимся на следующий год в Иерусалиме. Поэтому они долго об этом говорили, и наконец-то это случилось. Я тебе скажу, в следующем году в Бахчисарае. Я был в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина. Отлично, согласна. Там отличные были концерты. Боже, я там первый раз услышал Георгия Матвеева, это джазовый украинский бандурист. Он безумно хорош. Да, это хорошая идея встретиться в следующем году в Крыму. Спасибо. Не за что. Оль. Спасибо, что позвали.